155 единиц эндоскопического оборудования поступит в больницы Коми. Гастроскопы, колоноскопы, бронхоскопы и другие аппараты предназначены для диагностики заболеваний внутренних органов и проведения щадящих операций. Медтехника закуплена по поручению главы региона в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Подробнее об этом Владимир Уйба рассказал в своем обращении. Уважаемые жители республики, Бурлун, добрый день. На встречах с жителями республики в городах и районах, которые я особенно в последнее время часто провожу, звучит вопрос о медицинском оборудовании, о его нехватке и о том, как и когда мы будем медицинское оборудование закупать в республику. Вот сегодня я расскажу об одной из программ. Это программа модернизации первичного звена здравоохранения, по которой уже до конца этого года в республику поступит 155 единиц современного диагностического эндоскопического оборудования. В двух словах расскажу, что эндоскопия бывает диагностическая и бывает непосредственно хирургическая, лапароскопия. При диагностической это исследование, и вот это оборудование, которое поступает, оно еще и снабжено дополнительными приставками для возможности делать биопсию. Это очень важно, потому что в одно исследование проводится диагностика и забирается материал для исследования. Это для того, чтобы вовремя выявить начальную стадию злокачественного новообразования. При этом, как я уже сказал, второе направление этого оборудования – это лапароскопия, когда в основе диагностической техники происходят так называемые малые операции. Почему малые? Потому что полостные операции – это большие операции с достаточно большой всегда затратами и кровопотерей, ну и, соответственно, с длительными сроками выздоровления, ну и, в общем, качество после полостной операции всегда такое достаточно сложное у человека, у пациентов. А малые операции вот такие, они позволяют сделать это эффективно, быстро, с малой кровопотерей, соответственно, и выздоровление значительно быстрее, ну и комфортнее человеку. Поэтому вот два направления и вот такой большой очень объем медицинского оборудования до конца года поступит. Единственное, надо сказать оговорку, что требование программы, чтобы это оборудование поступало именно в сельские, участковые, районные больницы с населением до 50 тысяч человек, потому что модернизация именно первичного звена здравоохранения. Поэтому практически во все районные центры поступит это оборудование, за исключением Воркута, Ухта и Сыктывкара. При этом, как уже ранее сообщалось, в этом году еще поступит в поликлиники и стационары в республику 130 единиц так называемого тяжелого диагностического оборудования. На самом деле тяжелое – это такой медицинский сленг. Это диагностическое оборудование, в которое входят компьютерные томографы, рентгеновские аппараты, и флюорографы, и маммографы. Безусловно, вот такой объем практически во все наши больницы и поликлиники оборудование поступит, конечно, даст совершенно иной подход и иную возможность и для врачей проводить быструю и качественную диагностику, ну и для пациента получать, конечно, своевременную постановку диагноза и лечение. И точно совершенно будет профилактировать, выполнять самую главную цель этой программы – это как можно ранее выявление заболеваний, в том числе и злокачественных. Как обычно, несколько слов об эпидобстановке. В республике Коми за сутки выявлено 276 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 140 человек. Наибольшее число заболевших ковидом – это Сыктывкар, Ухта, и у нас вот несколько дней уже много случаев заражения в Выжимском районе. Соответственно, 106, 52 и 22, соответственно, случаев за сутки выявлено в этих муниципалитетах. Развернуто коек 2894, мы больше пока не увеличиваем коечный фонд.
занято 2328. Ну, тоже так мы соблюдаем вот этот разрыв в 20%, и пока ведем мониторинг. По вакцинации. Первый компонент вакцины получили 222 234 человека. Полностью завершили вакцинацию 181 067 человек. И на сегодня в республике имеется 63 950 доз вакцины. Вот это увеличение за счет того, что в последние сутки буквально поступило еще 8 тысяч доз вакцины. И на сегодняшний день у нас достаточно большой резерв или большой объем вакцины, примерно при тех темпах, которые мы набрали, хватит на 15 дней. Поэтому снова прошу всех, кто еще не привился, в обязательном порядке прийти, записаться и вакцинироваться. На сегодняшний день это вся информация. Уважаемые жители республики, берегите друг друга, будьте здоровы, соблюдайте меры профилактики. Всего вам самого доброго. До следующей встречи.